алмазная, газовая, нефтяная, угольная. Перечислять подобные характеристики касаемо Якутии можно долго. Другой вопрос – то, что она имеет от своих несметных богатств. Инициатива Элтумена призвана усилить выгоду от деятельности крупных недропользователей. Да, они платят НДФЛ, да, они платят налог на прибыль, да, они платят налог на имущество. И мы сегодня это уже ощущаем. Но, тем не менее, я должен отметить тот факт, что по углеводородам налог на добычу полезных ископаемых это полностью выплачивается в федеральный бюджет. И поэтому мы считаем, что раз недропользователи сюда приходят, то они должны участвовать в социально-экономическом развитии республики. От работы добывающих компаний в республике зависит многое, начиная от размера бюджета до общего настроения населения. Сегодня промышленные гиганты, действующие на территории региона, обеспечивают до 60% всех налоговых платежей. Когда приходят недропользователи, это для местного коренного населения все равно в той или иной степени стресс. Поэтому вот такие изменения в законодательстве, конечно, они будут, я думаю, полезными. Здесь уже договариваться, уговаривать там, допустим, каких-то несознательных руководителей компании нам не придется. Отношения между районами, республикой и предприятиями в основном регулируют двусторонние соглашения. Инвестиции в строительство социальных объектов, спонсорство крупных мероприятий и сотрудничество в сфере образования. Все это носит рекомендательный характер. Газпромтрансгаз Томск социально ответственная организация. Значит, мы готовы сотрудничать во всех отраслях, значит, в образовательных, в спортивных. Яркий пример – история предпринимателя из Ленска, который обратил внимание на проблему с трассой вдоль В100. Местные жители не имели права свободно выезжать на дорогу. Поправки в законе о недрах призваны пресекать и подобные ситуации. Алексей Ильич, и такой вопрос, наверное, многих телезрителей интересует, а почему раньше такого документа не было? Почему это не было закреплено официально? Подчеркиваю, это достаточно сложный документ. По-хорошему, конечно же, мы должны все это отражать в налоговом кодексе самом. В данном случае, приходя сюда, недропользователь, подписывая лицензионное соглашение, он должен вкладывать сюда деньги. А его цель – получить прибыль. Региональным парламентариям будет сложно убедить своих федеральных коллег. Выход – совместная работа. Вопрос принятия поправок в законе о недрах актуален во многих субъектах страны. Так, инициативу якутского парламента поддержали в Тюменской области. Положительного решения особенно ждут и жители российской Арктики. Теперь главное, чтобы документ, как обычно, не остался на бумаге. Аида Внакурова, Василий Соловьев. Вести.